Всем привет, с вами новый выпуск Step Up. И сегодня у нас в гостях Гоголева Ольга Владимировна. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Что вы можете рассказать о себе и в каком году вы окончили Ямайский лицей? Сейчас будет 24 года, как мы окончили Майнскую гимназию. Это получается в 1997 году окончили. После окончания гимназии я сразу поступила в университет на химическое отделение биолого-географического факультета. Окончив университет, я 2 года проработала стажером-преподавателем. Потом поступила в аспирантуру Института неметаллических материалов и в 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Сейчас я работаю старшим научным сотрудником в Институте проблем нефти и газа. У вас остались какие-нибудь самые яркие воспоминания из вашей школьной жизни? Таких воспоминаний очень много. Получается, в гимназии же была маленькая школа, в классе у нас максимум было 16 учащихся, и мы все жили очень дружно. Когда мы оканчивали, у нас было 9 парней и 7 девушек, и учителя нас любя называли «Тос турья уолаттар хетте каталаттар гыттар». Вспоминаем, что очень хорошая традиция была после учебы, у нас был обязательный час здоровья. И Павел Ачутович водил нас на пешие прогулки, и обязательно после этих прогулок мы наравне с мальчиками играли в футбол. Были дни здоровья, когда все гимназии ходили в походы. С этих воспоминаний очень много. Вот как Когда вы думаете, встречаемся с классом, мы часто вспоминаем наших учителей, мы встречаемся с ними здесь в городе, которые сюда переехали. Вот как вы думаете, отличаются ли нынешние школьники от школьников вашего поколения? Школьники нашего поколения. Со школьниками я работаю, допустим, только с 8 классом, как, скажем, преподаватель Ленского края. То есть я занимаюсь там с химиками. И получается, они очень целеустремленные. Есть такие категории школьников, есть целеустремленные, и получается, мы занимаемся с олимпиадниками, они очень видят себя химиков и идут по этому плану. Также я преподавала в геолого-разведочном факультете химию у первого курса, и там, получается, вчерашние школьники, они тоже были очень разные. И вот эти школьники, я удивилась тому, что они не умеют работать с литературой. Допустим, я им говорю, напишите реферат на такую-то тему, и они просто из Википедии берут, копируют, вставляют, и все. Мне кажется, что нынешние школьники очень плохо работают с литературой. С книгой, допустим, они не знают, не копаются, не ходят в библиотеку, им в интернет-пространстве сидят, но не могут найти. Школьникам сейчас же очень хорошо есть интернет, есть все, открытые доступы, но некоторые или не хотят, или не умеют этим заниматься. Как вы определились со своей будущей профессией? Всегда ли вы хотели работать в своей сфере? Так, когда я поступала в гимназию, это получается, я поступила в гимназию в 8 классе, я очень любила алгебру и хотела стать учителем математики. Но познакомившись с Люцией Иннокентьевной, это наш учитель химии, я поменяла свои планы, я хотела стать учителем химии. Это получается, с 9 класса я уже знала, что я хочу быть учителем химии. Но поступив в университет на распределение, меня заведующий кафедрой Александр Васильевич Виноградов распределил в химики-технологи. Но я пошла к нему и говорю, я хочу пойти на методику преподавания химии, так как я хочу стать учителем химии. Но он уговорил меня, сказав тем, что химик-технолог будет иметь право работать в школе.
я так думаю, что я не прогадала, потому что я сейчас занимаюсь своей научной деятельностью, то есть наукой как химик-технолог, и преподаю в университете. Ну, то есть я как бы и стала учителем химии, ну, классом выше. Мгм. А участвовали ли вы в научно-практических конференциях? Так, вот как раз в этом году же будет 25-летие научно-практической конференции «Шаг в будущее». И получается, мы в 97 году, это в 11 классе, помню, что я где-то месяц писала реферат в библиотеках, потому что в школьном фонде нашей библиотеки не было книг про озоновый слой. То есть, получается, мы первые участники этой конференции. Я выступала с докладом что-то влияние озонового слоя на парниковый эффект. Это, получается, чисто реферативная работа, никакой практики, просто теоретическая работа была. А как начинался ваш путь в науку и, в частности, на участие в НПК? Ну вот, в НПК я участвовала в школьном один раз, и с 3-го курса университета нас распределили вот по специальностям, и с 3-го курса мы начали заниматься наукой, то есть и экспериментальная часть, и проработка литературного обзора была, и начиная с 3-го курса мы принимали участие на конференциях различного уровня. Получается, это и внутрифакультетские конференции, общеуниверситетские конференции, ну и также республиканские конференции. Мы, гимназисты, получается, занимали всегда призовые места. Ну, думаю, это заслуга учителей, потому что они же научили нас не только вот работать с литературой, но научили и правильно выставлять материал, работать, как правильно выступать, чтобы завладеть вниманием слушателей. Встречали ли вы трудности во время работы над исследованиями? Как трудности? У нас же, получается, в университете делаем мы экспериментальные работы, это все идет на диплом, и если какие трудности, то научный руководитель всегда помогал. Что вы пожелаете ребятам, которые только начинают свой путь в науку? Ну, что пожелать? Все идеи хороши, если даже вот, когда вы вот начинаете заниматься научной деятельностью, вы же, допустим, определяете цель, и бывают какие-то постановки задач, вот у вас есть какая-то гипотеза, надо ее либо доказать, либо опровергнуть. Ну, как говорят, отрицательный результат тоже результат. То есть не бойтесь ставить эксперименты, если они даже не получатся, то это тоже хорошо. Открывайте горизонты, дерзайте, все в ваших руках. Спасибо, что вы уделили нам время. Мы очень благодарны вам. До встречи.